Накануне Дня учителя в поисках героя нашей передачи мы зашли в Усть-Нерскую среднюю школу имени Героя России Игоря Хоменко и обратились со своим вопросом к ее директору. В наше время мы все прекрасно знаем, что идет очень большая нехватка именно педагогических кадров. И особенно среди молодежи направление именно педагогика, она не является очень такой популярной и не сильно привлекает. И каждый молодой педагог, они, особенно те, которые горят и очень сильно любят свою работу, их очень мало. И к таким мы можем отнести, скажем, полной уверенностью именно нашу Юлию Владимировну Андрееву. Она действительно предана своей работе, предана своей профессии. В каждом своем деле она прикладывает очень много стараний, знаний. И, конечно, каждый ее урок – это очень большая самоотдача. Про ее класс всегда отзываются, говорят, даже со стороны мы сами наблюдаем. Они всегда как одна большая семья, они всегда сплоченные. И в каждому делу тоже подходят все вместе. Они все вокруг Юлии Владимировны всегда вертятся, крутятся, всегда пытаются ей чем-то помочь. И во многом это говорит именно о том, что как она с ними построила свою работу, как она объясняет о том, как нужно, какими нужно быть, как нужно вместе именно делать дело. Конечно, именно в этом выражается именно умение Юлии Владимировны как профессионала своего дела, именно как учителя. Юлия Владимировна Андреева, учитель начальных классов. Стаж работы вроде и небольшой, 10 лет, но в классе она словно опытный дирижер, видит всех, и ее слышат все. Только когда уроки закончились и наступила относительная тишина, нам удалось пообщаться с учителем. О детстве и юности Юлия Владимировна рассказывает с улыбкой и легкой грустью. Родилась и выросла в поселке Артек. Когда я пошла в первый класс, нам по поручению первого президента республики Николаева Михаила Ефимовича привезли большие портфели, наполненные всеми принадлежностями учебными. Там были пеналы, альбомы, раскраски, тетради. И были вот такие медали. У меня, к сожалению, пострадала коробочка, потому что все хранилось в родительской квартире, где был пожар. И вот здесь написано от президента республики Михаила Ефимовича Николаева, первокласснику 3-го тысячелетия. Вот такие медали нам он вручал. Я сохранила на память, детям своим показываю. Говорю, заряжайтесь позитивом того времени, когда мы ходили в школу, когда мы тоже были активистами, старались, учились. В начальной школе я была отличницей. Успевала и баловаться, детство на то и есть детство. Первым моим учителем была Шлинговская Марина Анатольевна, которая потом была у нас начальником управления образования много лет. С детства я была активисткой. Моя мама и папа все время были на работе, и приходилось развлекаться как можешь. И я сама записалась во все кружки, и был такой случай, когда мама пришла на концерт в надежде, что я в школе занимаюсь уроками. И каково было ее удивление, когда мы выступали с ширмами матрешек, и когда мы пошли на поклон, я убрала эту ширму и вышла на поклон вместе со всеми. Мама говорит: ой, она уже здесь, на сцене. Это мне было 8 лет. И вот с 8 лет я на сцене как начала выступать, так вся моя жизнь школьная была и связана с Домом культуры артекским. После уроков сразу шли туда, я занималась танцами, в театре выступала при Доме культуры. Также, когда я была ученицей 10 класса, я удостоилась чести попасть на президентскую елку главы республики. И была назначена членом ученического самоуправления при министре образования. Министр образования тогда был Владимиров Афанасий Семенович.
И у меня даже, наверное, не у каждого взрослого, конечно же, есть такой документ, но он у меня до сих пор сохранился. У меня был пропуск в 3 дома правительства в нашей столице. Мы ездили на ученические сборы, я принимала участие в составлении гимна нашего ученического отряда. Мне Афанасий Семенович подарил такую энциклопедию, к сожалению, она тоже у меня пострадала в пожаре. Таких книг он принес всего две книги на 37 детей, приглашенных с разных улусов. Ну, здесь моя грамота по художественной самодеятельности, таких у меня много. И вот здесь я взяла у него автограф. Здесь он мне написал пожелания, чтобы мечты мои сбывались. Ну, наверное, мечта моя главная сбылась. Когда я школьницей была, я все время была с детьми. С 12 лет я помогала воспитателям на детских площадках, лагерях дневного пребывания. И уже с 16 лет я официально работала помощником вожатого и все время была в гуще детей, в гуще событий. И все мои учителя, Дина Степановна Фасхудинова, Людмила Константиновна Дмитриева, директор нашей школы, Игнатова Галина Дмитриевна, Пуляева Ольга Алексеевна, Ткаченко Надежда Николаевна. Они говорили о том, что мне нужно работать в школе, мне нужно работать с детьми, что у меня получается. Ну, я сомневалась, у меня выбор был поступить на юридический или на педагогический. И так совпало, что когда я поехала поступать с мамой в город Магадан, юридическую академию расформировали. И в Северо-Восточном государственном университете по баллам я проходила именно на учителя начальных классов. И когда я закончила учиться, зауч Усть-Нерской средней школы Денешек Мария Семеновна пригласила меня на работу в Усть-Неру. Вот здесь я почувствовала себя в коллективе мэтров, таких, которые ведут за собой. За их спиной широкой, как говорится, ты как за каменной стеной. У меня сильные наставники были. Французова Семира Семеновна, Амельченко Надежда Николаевна. Я работала в коллективе начальной школы, где еще была Визанкина Надежда Александровна. Мы сейчас в ее кабинете находимся. Вот она сидела за этим столом. Этот дружный класс уже 2-й набор учителя. Ее первые первоклассники сейчас уже 9-классники. А в день самоуправления девочки стали ее дублерами и успешно справились с поставленной задачей. Мы попросили 3-классников рассказать о своей учительнице. Юлия Владимировна хороший учитель, иногда ругает, но это чтобы мы запомнили тему или поняли. Когда я на уроках, я думаю, что Юлия Владимировна – это моя мама, 2-я мама. Мне так кажется. А вот мама, она сейчас в Москве, у меня бабушка болеет раком, из-за этого за мной следят только папа и бабушка 2-я. И я с Юлией Владимировной, когда мне что-то такое плохо, иногда в чувствах, то я прихожу в школу и общаюсь с Юлией Владимировной. Вот мне иногда, когда я в школе, мне хорошо. Вот когда слишком много уроков, я устаю же, из-за этого мне хочется домой. А вот когда выходные, вот каникулы были, я скучала очень по Юлии Владимировне. Когда мы выбирали, в какой мы класс пойдем, в какую школу, мама выбрала именно школу Хоменко из-за того, что тут была Юлия Владимировна. Я благодарна Юлии Владимировне за то, что она ведет нас уже 3 года. Мы ее всем классом любим и уважаем. А за что вы ее любите? За то, что она нам помогает в учебе и трудится. А иногда мы можем посмеяться, пошутить, но и мы учимся тоже хорошо. Все быстрее в современную жизнь внедряется интернет. Все реже можно увидеть подростка с книгой. «Читают ли ваши дети?» – спросили мы у Юлии Владимировны. Читают у меня. Но когда они пришли в школу, у меня был самый большой класс в Эмиконском районе. Их было 37 человек. На сегодняшний день движение «Выбыл-прибыл» в школе имеется, и их остался 31 человек. Вот на период поступления в 1 класс из 37 подготовленных читающих было 6. К концу учебного года
было 34 читающих ребенка. 2 не усвоили программу, но за летний период они догнали и влились уже в коллектив 2 класса, уже читающими. Но так, вы вот спрашиваете, читающие дети или не читающие, вы, наверное, имеете в виду, во внеурочное время занимаются ли они дополнительным внеклассным чтением? Практически нет. Современное время у нас предусматривает гаджеты, дети посвящают много времени телефонам, играм. И, к сожалению, это игры не развивающие, они примитивные. Ну, конечно, есть дети, которые любят библиотеку, которые ходят в поселковую библиотеку, в нашу школьную библиотеку, они интересуются, дополнительную литературу читают. И таких детей, конечно, мало. Но когда они приходят в 1 класс, видно тех детей, у которых дома читающие родители. От этого же зависит. Если в семье родители читают, то и ребенок будет читающий. И видно детей, которым родители в детстве сказки читали. Или на ночь, или просто в течение дня. Они знают русские народные сказки наизусть. Они могут по иллюстрации составить какой-то рассказ. Это дети, которым родители читали. Но таких тоже, к сожалению, на сегодняшний день мало. И чем они старше становятся, родители думают, что они самостоятельными станут и сами побегут в библиотеку и начнут читать. Но это далеко не так. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Если родители не читающие, ребенок тоже будет не читающим. Если у меня папа читал, все время читал. Он нас с братом заставлял. Мне не нравилось, когда меня заставляют, но когда я видела, что он свою литературу читает, я читала свою детскую. И были даже случаи, когда под одеялом с фонариком читаешь. Тебе уже давно сказали ложиться спать, а тебе хочется бодрствовать, тебе еще хочется читать. И там интересную историю какую-то она завлекла, хочется ее довести до конца, и тут срывают одеяло, забирают фонарик и говорят немедленно спать ложиться. Расскажите о своих родителях. Моя мама по образованию бухгалтер. Она 35 лет отработала в Артекской администрации. Она ветеран труда, пенсионер муниципальной службы. А мой папа водитель, дальнобойщик. Он всю жизнь проработал на Артекской автобазе. И познакомились, собственно, родители в поселке Артек. Мама, окончив университет, вернулась в поселок к своим родителям и пошла на Артекскую автобазу работать бухгалтером. А папа после армии в 20 лет молодым юным мальчишкой приехал в поселок. Сначала работал слесарем, потом уже... Там надо было заслужить, чтобы тебя посадили на машину. И работал на автобазе. Папа до сих пор... Мама уже на пенсии, а папа до сих пор продолжает работать водителем, продолжает свою трудовую деятельность, хотя мы ему уже говорим, папа, пора уже на пенсию. В моей семье есть старший брат Денис. У нас большая с ним разница в возрасте. У нас 10 лет разница, то есть когда я пошла в школу, он уже был студентом, нас разлучили. Он приезжал на каникулы, но мы с ним общий язык сложно находить, когда такой разрыв. Ну, когда я уже сама стала студенткой, мы уже нашли с ним общие точки соприкосновения, и теперь на сегодняшний день это мой главный друг и главный психолог. Когда ему сложно, он позвонит мне, когда мне сложно, всегда мы с ним на связи. И он по профессии геолог. 22 года он уже проживает в городе Магадане, у него уже семья, 2 деток, у меня 2 племянников, Василиса и Иван. А вы нашли общий язык с родителями своих учеников? Это в наше время непросто. У меня отношения лучше всегда складывались во все времена с детьми. Мы с ними как будто бы на одном языке живем. Конечно, не на одном уровне, с ними нужно чередовать, когда можно с ними посмеяться, и когда нужно быть строгой, серьезной, потому что когда с детьми слишком много веселишься, они ничего не запоминают. Дети, есть дети, они любят играть. Они со мной находятся на протяжении 6, 7, 8 часов. А с родителями я вижусь от случая к случаю эпизодически. И на родительских собраниях, на индивидуальных консультациях. И они же не видят, какой отклик дети дают на уроке, правильно? Они не видят, как ребенок со мной конкретно взаимодействует. Когда он приходит домой, он совершенно другой. Поэтому у нас здесь с ними, как по-современному говорится, коннект налажен.
А с родителями я не могу сказать, что я с кем-то в плохих отношениях. Мы всегда в любом споре находим какой-то общий знаменатель. Даже если я выдвигаю какое-то предложение, родитель с этим не согласен, я всегда обдумаю, родители обдумают, и мы всегда к какому-то общему решению придем. И я чувствую, что я нужна. Нужна детям, нужна родителям. Когда чувствуешь теплый отклик о своей работе, хочется работать дальше, у тебя как будто бы крылья вырастают, и ты с новыми силами рвешься снова в бой. Я очень благодарна Юлии Владимировне за ее работу, за ее труд, так как каждый урок, каждую тему она разбирает с детьми, пока, собственно говоря, дети не поймут этого. У нас вот, у меня учится Сережа, мой сын, и были проблемы, вот мы болели долгое время. Она остается с детьми всегда. Если даже ребенок не понимает чего-то, она остается после уроков, разбирает, помогает, всегда на связи. Всегда абсолютно к ней можно обратиться за помощью, проконсультироваться, она никогда не откажет. Любую проблему разбирает, приглашает родителей с детьми. С детьми очень контактно. Она настолько вот отдается своей работе, что даже иногда бывает, даже возникали такие моменты, когда Сережа приходит и рассказывает: «Мам, но Юлия Владимировна сказала не так делать». А я говорю: «Сереж, ну я тебе говорю, а Юлия Владимировна вторая мама, ее надо тоже слушать». То есть вот такие вот моменты. Я вам хочу сказать, что она работу проводит в кругу детей, и, конечно, на нас, родителей, это очень сильно влияет, потому что каждый ребенок хочет комфорта, каждый родитель хочет комфорта своему ребенку. Организационные вопросы у нее всегда все четко. Все понятно, родительский комитет занимается своими делами, то есть она не напрягает родителей, чтобы приходили и делали всю работу за нее или что-то еще. Такого абсолютно нет. Юлия Владимировна, она очень умеет грамотно распределить роли, которые должны, чтобы функционировал общий процесс, она вот выстраивает правильный распорядок, то есть взаимодействие учителя, родителя, ребенка. У нее в этом плане все всегда работает четко на 100%. Юлия Владимировна ведет для ребят кружок «Юный патриот». 3-й год я веду кружок внеурочной деятельности «Юный патриот». В рамках этого кружка мы очень много времени посвящаем специальной военной операции. Конечно, основа этого кружка – это беседы с детьми. А то, что мы делаем с ними окопные свечи, пишем письма, встречаемся с солдатами, делаем обереги и все остальное – это уже как продукт этого кружка. Сначала все-таки детям маленьким нужно очень много разъяснять с ними, разговаривать, понимать, что они чувствуют, что они думают по этому поводу. Ведь когда ребенок, у него психика еще не созрела, он не совсем понимает, что такое военная операция, что люди погибают, что им нужно помогать. Они не понимают, что от нашей беседы с тем или иным военнослужащим мы даем ему психологическую разрядку. Каждый солдат понимает, ради чего он воюет, ради кого он воюет, что именно за этими детьми будущее нашей страны. И хочется в их умы светлые посеять доброту, сопереживание, чтобы они значимость этого всего понимали, что это не просто так дядьки вышли на войну пострелять, что они защищают нашу страну. Мы просматриваем документальные фильмы, мы просматриваем художественные фильмы, из которых дети тоже для себя много что берут, много что понимают. Вот, например, они смотрели фильм о военном времени, «Солдатик», детский фильм, там ограничение возраста 6+. Они очень часто просят: а давайте его пересмотрим. А до того было мальчика этого жалко, который пережил все тяготы военного времени. И, конечно, мы протягиваем тонкую нить между Великой Отечественной войной и современными у нас военными действиями, которые происходят между странами, между нашей страной и другими странами. Это погружение в историю своей страны и, конечно же, это воспитание поколения. Когда с детьми мы делаем творческие какие-то работы, мы их отправляем через наших местных депутатов. Через Народный фронт я отправляла в городе Якутск посылки. Через Почту России сейчас каждый
может отправить через почту по килограммам, не помню, там есть ограничения, но бесплатно по ссылке на СВО можно отправить. Единственное, что нужно знать номер батальона и данные конкретного адресата, потому что просто на СВО они не принимают, они должны понимать, кому они отправляют. Ну, мы связь с солдатами держим, мы общаемся с ними. Однажды нам прислали видеообращение, и это видеообращение записал отец, отчим моего выпускника начальной школы, который ныне в 9 классе учится. И вот когда это детям объясняешь, что это наш родитель, родитель нашей школы, они тоже так впечатляются, удивляются. Некоторые даже плакать начинают, когда прочувствуются на занятиях. У вас все получается. Вы нужны детям, нужны школе. А чего вам не хватает для полного счастья? Как я делюсь с молодыми педагогами, которые пришли в нашу школу, я всегда говорю, что не нужно нести работу домой. У нас школа такой живой организм, в котором ты растешь вместе с детьми. И она настолько вливается в твою жизнь, что ты теряешь грань между личным и рабочим. И вот этому нужно учиться, нужно себя ломать, чтобы не нести работу домой. Конечно, чтобы... Как вы спросили? Для полного счастья. Для полного счастья нужно полноценную семью. Нужно собственных детей заиметь и уже заниматься семейным очагом. Потому что я сначала после университета пошла в школу работать. Вроде бы было еще рано. Затем уже перешла в Уснярскую школу. Надо первый выпуск полноценный выпустить, пока семьей заниматься некогда. Рановато. Потом у меня был небольшой перерыв. Я работала заместителем по воспитательной работе. Ну, вроде пока сложно. А теперь уже, когда я взяла новый класс, думаю, да поздновато, уже 30 лет, уже точно пора. Поэтому сейчас нужно задуматься о семейном очаге. Конечно, работу на второй план, такую работу на второй план оставить не получится. Нужно научиться это все совмещать. Ну, посмотрим, как жизнь покажет. А что думает по этому поводу муж? Я, наверное, не слукавлю, если сейчас скажу, что я желаю каждому такого мужа, как у меня. Во-первых, это очень терпеливый человек, потому что мы люди педагогической профессии очень рано получаем профессиональную деформацию. Мы управляем детским коллективом, приходим домой, начинаем управлять дома всем. Когда человек сильнее тебя характером, он не всегда это понимает и принимает. Может быть, где-то нам было сложно в отношениях из-за моей работы. Но со временем он научился меня понимать, принимать. Все равно мы становимся старше, я меняюсь, он меняется. Когда мне некогда, по дому, по быту, очень много помогает мне он. У него золотые руки. За ним никогда не нужно перепроверять какую-то работу. Он делает всегда все качественно и на совесть. Конечно, школа, может быть, ему где-то надоедает, где-то мои тетради, занятость, творчество. Он совершенно другой человек, он технического склада ума, я больше творческая. Но при этом он иногда вливается в мою работу, он помогает мне, привозит мне всякие вещи, которые я заказываю для школы, собирает мебель, где-то нужно что-то подремонтировать. Даже иногда я просто пожалуюсь, скажу ему, что у меня там ручка сломалась. Мне не надо его просить, он придет и сделает. И свечи же даже окопные он мне летом помогал заливать, потому что в рамках класса с детьми, которым 8 лет, это, во-первых, опасно, это же все-таки кипяток, когда ты воск горячий разливаешь. И я сама, будучи взрослым человеком, не могу совладать с такими объемами, и он мне помогает в этом труде. Какое предложение? Не восклицательное, правильно. Далее, по количеству грамматических основ. Простое. Я Юлию Владимировну Макееву-Андрееву знаю 5 лет. Вот как пришла сюда работать, вот с тех пор я ее знаю. Ну вот расскажите про нее, какая она. О, это вот такой человечек, это такая звездочка здесь. Она, знаете, очень много знает, очень много умеет.
И она умеет читать между строк. А вот это, мне кажется, огромное качество, самое лучшее качество для человека, который готов и дальше учиться, который готов и сама учить. У нее самый большой класс. При этом она уделяет каждому внимание. А за вечер она столько родителей переслушает, объяснит, научит. Надо будет еще раз научит. Это, знаете, это такой человек кропотливый, умный, дисциплинированный и очень позитивный. Я всегда обращаюсь к ней за помощью, и я всегда получаю помощь от нее. Много к кому я обращалась, но вот именно этот человечек, этот специалист, это учитель, который готов идти всегда на помощь. У нее нет ни одного ребенка, который бы остался без внимания, и чтобы не ответила на вопрос. Нет, такого не бывает. Она ответит на каждый призыв, на каждый вопрос, на каждое беспокойство, заметит и обратит внимание. Поэтому это вот моя большая белая зависть, что вот такой человек есть. И мне тоже хотелось бы быть отчасти похожей на нее. Вот она учитель, с большой буквы учитель. Успехов вам, Юлия Владимировна, долгой, плодотворной работы, благодарных учеников и жизненного благополучия.